А потом случайно случилось вообще страшное. Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. Я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить. Это все заседание 2 февраля, которое было по Навальному, похоже на такой цирк, на такую пьесу. Нам пришла в голову идея просто разыграть это таким образом, и поэтому мы выбрали Конституционный суд, потому что весь этот суд был не очень конституционным, как нам показалось. А деталь, так условно скажем, наше видение о том, что все равно есть вот этот вот человек Путин, который наблюдает за всем. И это именно Путин, именно президент, на наш взгляд, который и отдает приказы, и переговаривается с судьями и прокурорами, и говорит им, что делать. Давайте мы не будем здесь политикой заниматься. Как же мы не будем здесь политикой заниматься? Я вас попрошу выразить свое мнение по представлению, в рамках которого мы здесь собрались. Прошу вас. Вот это все представление и есть. И все, что я говорю, это мое отношение к представлению, которое вы здесь устроили. Кому-то очень захотелось, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны, вернувшись как свободный человек. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый. И будет у нас Владимир Отравитель трусов. Вот так-то он войдет в историю.